Приветствую вас, друзья! В предыдущих видео мы говорили, что Русь была широко и давно известна по всей тогдашней Айкумении до призвания Рюрика, но историю Руси почему-то начинают с призвания Рюрика в 862 году. Призвали Рюрика, как известно, в Новгород, который, по заверению археологов, появится только через 100 лет после 862 года. Вокруг фигуры Рюрика, друзья, существует рукотворная проблема, как будто это призвание является чем-то необычным, из ряда вон выходящим. Это неправда. Давайте обратимся к Видукиду Карвийскому, который за 100 лет до повести временных лет писал в деяниях саксов о том, как бриты призвали саксов на правление. При этом формула призыва «Земля наша велика и обильна» полностью повторяет формулу Видукида Карвийского, который пишет «Земля наша велика и плодородна, и приходите, мол, саксы, и правьте нами». Есть такие же легенды и у других народов, например, у народа Эрзя. Это современные жители Рязанской области, которые сегодня, по недоразумению, называют себя русскими. Никого в мире не смущает, что Франция получила свое название от германского народа франков. Бургундское королевство, только не путайте его с современной Бургундией, получило свое название от германского народа бургундов. Хотя мы встречаем таких бургундских королей, как Гундобад, Гундоих, Годомир. Бургунды с отчаянием воевали с франками. Имена франкских королей также довольно интересны: Хладомир или его жена Гунтека. Династия мировингов – это первая династия Франции, династия длинноволосых королей. Она известна тем, что остричь волосы им было хуже смерти. Соседями франков были славяне. И первое из известных славянских государств – это было государство само. Оно простиралось от современной Чехии и Словакии до современной Словении. О нем говорится в хронике Фридигера. Так вот, это самое государство тоже основал заезжий варяг, тоже франк, по имени Само, в 623 году. Государство Само прославилось своими большими военными победами. Оно с успехом воевало с аварами. Фридигер, между прочим, аваров называет гуннами, которые, по идее, давно сошли с исторической арены. Так вот, авары известны тем, что мужчины свои волосы заплетали в косы. И я, друзья, знаю этих авар. Посмотрите, пожалуйста, на изображение новгородцев. У них тоже волосы заплетены в косы. Само это есть историческое лицо, которое не подвергается сомнению. А вот Рюрик – это полностью выдуманный, неисторический персонаж. Вы же не будете выводить свою родословную от Змея Горыныча или Тугарина Змея. Но именно этим занимаются российские историки. Таково мое мнение. Всего вам доброго, друзья. Если вам интересно, подписывайтесь на канал.